Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов-112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем подробности крупной аварии на трассе в Боровое-Матюшино. И он выскочил на встречку, и вот эти машины только облако, как взрыв. Покажем, как любовь к коту толкнула пенсионерку на воровство. Возьмите с меня деньги, отпустите, я больше ваш магазин кругом обойду, не зайду. А также ушел купаться и пропал. Вчера проводили водолазные работы, тролление, акватории. Пока результатов нет. Второй день в Каме ищут пропавшего мужчину. Это и не только. Прямо сейчас. 3 автомобиля столкнулись на трассе в Боровое-Матюшино. Одна из машин в результате происшествия опрокинулась на бок. Без пострадавших не обошлось. С подробностями с места происшествия Алсу Ахмедзянова. На место прибыли все экстренные службы. Медики госпитализировали водителя Toyota Camry. Водителя внедорожника оказали помощь на месте. Мужчине перебинтовали голову. Очевидцы рассказали, что мужчину вытащили из открытого люка, расположенного на крыше. Он пьяный, похоже. Потому что когда его из люка вытаскивали, он уже был вот такой нехороший. Ну, то есть он запах не был, не чувствовался? Не знаю, вот Аня сказала, что он, говорит, в хлам, короче. А так он в крови был, я просто не нюхал его. Как утверждают очевидцы, аварию спровоцировал водитель внедорожника. Непосредственно перед столкновением он стал обгонять поток машин и выехал на встречную полосу. Но он уже, говорю, хулиганить начал там уже, на обгон идти. И я как почувствовал, немножко притормозил. И он выскочил на встречку, и вот эти машины только облако, как взрыв. Вот ладно, вот предчувствие просто, притормозить, да, а я бы сейчас в этой каше тоже был бы. Девушка-водитель Hyundai рассказала, что ехала в сторону Казани. В какой-то момент прямо на нее выехала Toyota Land Cruiser. Девушка попыталась увернуться, но уйти от удара не смогла. После столкновения внедорожник отбросила на Toyota Camry. Водитель последний уже ничего не смог сделать. Всю картину произошедшего установят инспекторы. Поможет им в этом видеорегистратор очевидца, заснявшего момент ДТП. Алсу Ахмедзянова, Айрат Назипов, Наиль Абдулин. Вызов-112. Асфальт провалился ранним утром на улице Петра Витера. По данным исполкома, причиной провала дорожного полотна стал прорыв водопровода. Сейчас участок огорожен, объезд доступен по соседней полосе. По данным мэрии, ремонтные работы начнутся, как только будет установлен балансодержатель этого участка. К слову, ремонт на этой улице проводился еще в начале этого месяца. Сегодня в Ахитовском суде Казани стартовало слушание уголовного дела о мошенничестве с акциями «Газпрома», принадлежащих умершим сиротам. Ущерб составил около 30 миллионов рублей. Павел Ефремов и Эленур Муртазин – сами бывшие детдомовцы. В 90-е годы руководители детских домов обменяли выданные сиротам татарстанские ваучеры на ценные бумаги. Именные счета были открыты в банке, и многие сироты и их наследники об этом и не знали. Этим, как установили следователи, и решили воспользоваться подсудимые. Они искали скончавшихся обладателей этих акций, а затем брали у них наследников доверенность на получение наследства. Отдавали часть денег, остальное делили между собой. Подсудимые осуществляли поиск лиц, которые впоследствии выступали в роли наследников, фактически не имеющие на наследство законных оснований, с целью получения их согласия на передачу акций, сбор и оформление документов, совершали сделки с похищаемыми акциями, легализовывали имущество, добытое преступным путем, принимали меры к сокрытию совершенных преступлений. Их обвиняют в 4 эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Причиненный ущерб больше 23 миллионов рублей. И 2 попытках мошенничества – это еще без малого 10 миллионов. 2 наследников при обращении к ним с целью получения документов обратились в правоохранительные органы. Помимо этого, подсудимым вменяется легализация доходов организованной группы преступным путем, а также заведомо ложные показания в суде. Оба, к слову, уже были судимы. Павел Ефремов за хулиганство и умышленное нанесение вреда здоровью средней степени тяжести. А Эленур Муртазин за обман выпускников детдомов и хищение у них акций «Газпрома» на 130 миллионов рублей в 2006-2009 годах. Любовь к коту толкнула пенсионерку на преступление, неизбыточное желание оказаться в местах лишения свободы, а также переломанные из-за ревности кости. Жизнь Автограда глазами сотрудника охранного предприятия увидела Анна Городнова. Мужчина в продуктовом магазине разбил товар на 4000 рублей. Зачем? Потому что я хотел сам закрыть. Таким образом попасть в камеру.
Сотрудники группы быстрого реагирования пристегнули мужчину наручниками к батарее, чтобы прекратил уничтожать алкоголь. Продавцы рассказали, что он специально бил бутылки о пол. Спиртное для этого выбирал крепкое и дорогое. Впрочем, сопротивляться задержанию он не стал. Ограничение движения тут не требовалось. Мужчина, наоборот, был рад приехавшим охранникам и вежливо попросил отправить его за решетку. Говорил, что устал. Мне нужно отлежаться. Однако прибывшие на место сотрудники полиции сильно огорчили мужчину. На нары ему не попасть. Разбил он недостаточно для уголовного дела и даже для задержания. Данное деяние отнесли к административному правонарушению, и теперь мужчине придется выплатить штраф и, вероятно, возместить магазину ущерб. Чтобы отлежаться, ему придется искать другое место. А 83-летняя пенсионерка, задержанная в другом магазине, призналась, что пошла на кражу из-за кота. Не хотела, чтобы он голодал. Я еще не вышла из магазина, я только вот так дошла. И дошла-то не через кассу, а вот так вот в этом ряде. Бабуля, вы признаете, что в продуктовом магазине взяли продукты? Ну, я взяла продукты. Она рассказала, что всю пенсию потратила на квартплату, корм для питомца. Купить было уже не на что, поэтому и пошла на кражу. Заодно прихватив банку кофе и паштет. Уже после задержания деньги на оплату товара у бабушки нашлись. Пенсионерку передали прибывшим сотрудникам полиции для выяснения деталей. А в одном из ночных клубов группу быстрого реагирования пришлось вызывать охранникам. Одному из них посетитель заведения сломал руку. Из ревности избил охранника. Из ревности к твоей девушке. Сломала руку. Признаваться мужчина не спешил, но рассказал, что заподозрил свою девушку в неверности и предположил, что изменяет она ему именно с этим секьюрити. В итоге нападавшего и пострадавшего со сломанной рукой доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Анна Городнова, Нафиса Минязова, вызов 112. Утро для жильцов одного из домов по улице Амирхана началось с эвакуации. В одной из квартир на 7-м этаже на балконе вспыхнул пожар. Огонь едва не перекинулся на соседние квартиры. Пока одни спасатели бросили силы на тушение пожара, другие выводили жильцов на улицу с помощью дыхательных масок. Первые минуты ЧП в репортаже Сергея Хайдарова. Пожар снимали на мобильные телефоны многочисленные очевидцы. Огонь вспыхнул в 8 часов утра. Прибывшим на место спасателям потребовалось порядка 10 минут, чтобы ликвидировать открытое горение. Еще спустя 19 минут пожар был полностью потушен. Огонь вспыхнул на балконе квартиры на 7-м этаже. В комнаты пламя не перекинулось. Пожарным удалось спасти от огня и соседние квартиры. Пострадали только окна и балконы, расположенные по соседству с очагом возгорания. Ну, я на 9-м. Вот у меня вон все в комнате. А внутри все нормально. Но я туда еще не попала, там был. Во время пожара весь подъезд заполнился густым едким дымом. Люди сами не могли выйти на улицу. Выводить жильцов подъезда пришлось пожарным. Кого-то с помощью дыхательных масок. В результате происшествия никто не пострадал. Что стало причиной возгорания, сейчас предстоит выяснить дознавателям. Сергей Хайдаров, Айрат Назипов, Наиль Абдулин. Вызов 112. 5 человек утонули в Татарстане с начала мая. Одну потенциальную жертву купания в нетрезвом виде второй день ищут на Каме. Спасателям позвонила женщина и сообщила, что прихватив алкоголь, они с сожителем приехали отдохнуть к реке в район Речпорта, что в старой части Челнов. Ее спутник пошел купаться, но через некоторое время пропал из вида. Нафиса Минязова с подробностями. Крутой спуск по бетонным плитам и заросший камышами в водоем не остановил пару, отправившуюся на отдых накануне около полудня. По словам девушки, они с сожителем приехали к нелегальному пляжу на машине, уже нетрезвые. Пока она ненадолго отвлеклась, мужчина отправился искупаться, доплыл до середины реки и ушел под воду. К слову, в этом месте проходят суда, и спасатели предполагают, проходившая баржа могла утащить купающегося за собой. Вчера проводили водолазные работы, тролление, акватории. Пока результатов нет. Активные поиски пропавшего ведутся, по словам спасателей, 3 суток. После этого решается вопрос о сворачивании поисковой операции. Нафиса Минязова, Виктория Евсеева, Андрей Буслаков. Вызов 112. Вернули похищенные автомобили и наградили особо отличившихся сотрудников полиции. Перед центром семьи Казан прошел гарнизонный развод. В нем приняли участие сотрудники патрульно-постовой службы, кинологи со служебными собаками, полицейские кавалеристы, а также войска Национальной гвардии. Глава казанской полиции поблагодарил личный состав за службу по обеспечению безопасности горожан и гостей столицы. За безупречную службу стражам порядка вручили ведомственные награды. После торжественного награждения полицейские вернули горожанам личное имущество. 2 автовладельцев забрали свои машины, еще 2 жителей города получили свои велосипеды. В одном строю стоят и сотрудники полиции управления, и сотрудники войск Национальной гвардии. Это говорит о должном взаимодействии.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.